Всем привет! Сегодня у меня в гостях популярный стилист-шоппер Лилия Исмагилова. Лиль, привет! Привет! Сегодня мы с тобой обсудим образы, что сейчас у нас в тренде, как быть в моде и быть актуальной с минимальным бюджетом. Сегодня я подготовила несколько образов. Я скажу, что у меня и тут есть и монохромный образ, есть у меня и очень яркий лук. И сегодня мы будем обсуждать не только тренды, а даже как носить вещи, как сочетать, за сколько покупать и вообще как сделать так, чтобы у нас был капсульный гардероб. Слово «база» намного реже используется, чем слово «капсула». Мы сегодня все вместе разберем капсульный гардероб. Да. Начинаем? Давай начнем мы с яркого образа. Это моя вчерашняя покупка. Я решила, что у меня должен появиться именно вот такой яркий, зеленый, красивый цвет. На самом деле, если присмотреться, здесь вот клетка, это неброская клетка, и здесь присутствует несколько оттенков. В этом году, в 2020 году, самый такой яркий, актуальный тренд – это длина мини. Мы все носили миди, то есть продолжаем носить, но мини с таким же, не знаю, взрывом заходит именно вот в модную индустрию. Кстати, я тебя возвращается. Я подумала, что в этом году, как раз-таки в 2019 году, я начала покупать себе платья, юбки мини. Я подумала, что это связано с моим возрастом. Типа ты стареешь? Я начала стареть, начала, одевать. Оказывается, это тренд. Для себя я купила первый раз в жизни, кстати, с мини-юбкой костюм. И покажу сразу. Вообще очень универсальная юбка. Это дизайнерский бренд Wish by You. Вообще цены, конечно, очень адекватные. Вот этот костюм где-то обойдется, мне кажется, примерно около 8 тысяч стоит этот костюм, а водолазка внутри вообще в районе 1000 рублей, это распродажа. И я еще хочу поговорить на тему сочетания разных фактур, разных тканей. Например, шелковые, атласные, сатиновые ткани, они прям вот в тренде. Как они были в прошлом году, такие они остались. И они еще, мне кажется, даже глубже зашли. И обязательно мы должны просто иметь в гардеробе шерстяные, какие-то объемные свитерочки. Я выбрала опять-таки в таком вот мятном, красивом цвете, потому что, приближается весна, и мы реально хотим быть свежее, нежнее, и хотим быть стильными. Каждый человек хочет через одежду сказать что-то народу, людям. Если я, например, как стилист, я могу себе позволить надеть на себя более яркие вещи, потому что я действительно пытаюсь что-то сказать через свою одежду, через свою яркость. Но повседневная моя жизнь – это вот такой монохром. То есть сейчас можно наблюдать именно вот монохром и самые базовые цвета на мне, то есть освежающий голубой, который у лица вот любого человека будет освежать. Я учла, конечно, все тренды. На мне сейчас с объемными рукавами рубашка, на тебе эко-кожа. То есть все тренды учтены, но вот эта вот пастельность, вот эта спокойность, это, конечно, говорит о том, что ты человек хороший, спокойный, умный. Это классно. Но когда мы хотим чуть-чуть быть не то что ярче, а хотим... можно куда-то сходить, себя показать, когда мы реально хотим, чтобы на нас обратили внимание. Это да. И еще вот этот бежевый цвет, монохромность, какие-то спокойные тона, это, конечно, самый-самый актуальный тренд этого сезона. Про принты, когда мы говорим, вообще в гардеробе принты нужны. Они 3 принта, это прям вот идеально. Например, принт – это клетка, то есть в гардеробе должна быть клетка в базовом гардеробе. Это для романтики горох.
и какой-то другой принт, полоски, что-то такое, это строгий костюм, ну, разные, принт, гусиная который, лапка. как сказать, не обязывает к чему-либо, и, например, Да, просто бывает там, показывает нас есть же самих. принты каждого бренда, то есть Да, сейчас уже да, многие да, от да. этого уходят, то что, там видишь, сразу видно, там, Барбари. это Дольче Или там, Габбана, да, Дольче да, да. Барбари, да, это вот Да, да, сейчас да. от этого отходят, Конечно, я наблюдаю, по да, крайней да, мере, да, да. Например, вот горох для меня в моем гардеробе очень много горошка, потому что я как девушка такая романтичная, но я сама по себе такая, мне кажется, я легкий человек, и я не представляю просто свой гардероб без каких-то там, не знаю, рюш. Вот я у тебя вижу новое платье, да, ведь вообще платье очень красивое. Мне что нравится в этом платье? Во-первых, это моя любимая длина миди. Во-вторых, это мой любимый горох. В-третьих, это вот этот бежевый цвет, который с контрастом вот с этим горошком будет только подчеркивать нас. Да, это, кстати, мой бренд Motion Kids, пользуясь Да, моментом, да, я хочу да. вам это сказать. И еще знаете, какая фишечка здесь есть? Это платье двойное, то есть его Класс. можно носить. Его можно носить как отдельно. Да, я уже тут хочу я даже сказать. не знала. Его можно носить отдельно. Классно. То есть даже вот, да, летом, да, да, там, да, как-то просто куда-то, с кедами, кроссовками. Вообще просто базовый такой трикотажный платье. Да, А согласна. еще очень круто, знаете как? Смотри, вот его я тут сочетать придумала. просто, например, на какую-либо майку, черную, либо бежевая майка. Да, Смотри, идеально. черная или бежевая майка и просто на джинсы. Допустим, вот Да, представляешь, даже черная, прям вот там, черная шляпа, черный кожаный ремень, черные узкие джинсы и грубые ботинки. Офигенно будет, кстати, вообще, очень. это очень круто будет Да. смотреться. И мне очень нравится то, что вот можно с черным оверсайз пальто носить, можно с черной косухой, можно длинный тренч купить черного цвета, бежевого цвета. Сейчас вот эти объемные рукава красивые, вот эта вот воздушность. Но оно воздушное, Да, то есть оно очень достаточно клевое. воздушное, И, да. конечно, для любительниц ремней и вообще, кто любит утягивать там талию ремнем, то для вас, конечно, идеально будет, если вы даже с ремнем поработаете. Я еще вижу у тебя крутой костюм. Опять-таки Motion Kids. Но я очень хорошо знакома с этим костюмом, потому что мой сын носит этот костюм просто не снимая. Я сама, на самом деле, обожаю такие костюмы. И вот эти мощные кроссовки, которые в тренде, и с длинными тренчиками, и даже вот с таким. У меня очень много пальто, и я очень люблю, когда вот капюшон на выпуск, грубые ботинки, либо кроссовки, но обычно я Либо это использую черные белые. такие ботинки могут Да, быть да, грубые. да, 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 либо белые кеды, и именно вот с классическими пальто носить такие толстовки. Вот у нас тут висит юбка. Давай, держи юбку, я тебе тоже дам поработать. Вот смотрите, спокойно можно сочетать классическую юбку на первый взгляд вот с такой толстовкой. И еще спокойно можно сюда вот такие вот сапоги, либо это казаки, пусть это будут черные, бежевые, какие-нибудь кремовые казаки. И не забудьте, например, вы можете вытащить вот этот ремень отсюда и напялить ремень именно вот сюда. То есть это будет очень классно, это будет стильно и, ну, как-то как необычно. На толстовке вообще нет никаких принтов. То, что тут такая конкретная базовая толстовка, это нам, наоборот, позволяет носить хоть вот так. То есть это вообще черный ремень, черные ботфорды, черные там кроссовки, ботинки. Это будет очень клево. Но я бы даже посоветовала бы, наверное, казаки черные, потому что в этом сезоне очень много акцента вот на казаки, но мне кажется, нужно учитывать такие тренды. Что нельзя вообще, что вообще не стоит покупать? Нельзя покупать все в брендовых магазинах. То есть бренды есть у нас люкс, есть у нас масс-маркет. Люкс на самом деле предлагает яркие вещи, люкс предлагает какие-то, да, очень уникальные вещи. Например, я себе купила вот такую сумку. Она очень яркая, для кого-то это совсем не базовая сумка. То есть я не могу каждый день носить эту сумку, но она очень хорошо вписывается в мой яркий гардероб. Ну, когда же, у меня не такой яркий, но джинсовый, даже вот с этим зеленым, даже чтобы освежить мой вот этот
этот образ, очень классный образ, кстати, получается с этой сумкой, мне очень подходит. Вот, ну то есть я вот обратилась к бренду, например, да, итальянскому бренду. А так вообще масс-маркет предлагает идеальные варианты, дизайнерские шоурумы, вот идеальные варианты за приемлемые цены. Да. Разбери мой гардероб. Но сейчас ты одета просто по последним трендам. И идеально, я бы сказала. Даже, знаешь, даже не то, что у тебя по цветам все сочетается, это даже не это, а то, что вот твой посыл, понимаешь, то, что ты хочешь сказать сегодня, ты выглядишь спокойно, классно. У тебя сегодня очень спокойный, классный образ. Рубашка правильной длины, у тебя брюки правильной длины, у тебя все монохромно, все классно, у тебя нет никаких там ярких аксессуаров, все сдержанно. Это, знаешь, это твой, во-первых, внутренний мир, как хорошо я тебя знаю уже за эти годы, поэтому как бы я про тебя могу сказать, что реально ты такой человек сама, ты прям как вода, как спокойствие для меня лично, вот, и... Я совсем не похожа. Ну, про твою публичность я пока молчу. Ты у нас... Лиль, я думаю, мы сегодня уже очень много всего Обсудили. обсудили, и моим подписчикам это очень интересно. Я бы хотела тебя попросить дать вот совет от стилиста Лилии Исмагиловой моим подписчикам. Главный мой совет, наверное, это быть самим собой. Не бойтесь цветов, не бойтесь одежды, не бойтесь обновляться. Большое спасибо нашим подписчикам, что они сегодня тоже с нами уделили нам внимание. Всем пока! Спасибо большое. Пока-пока. На мне рубашка в размере XL. Я ношу XS. Я покупала вот это за 1000 рублей. А обувь я купил за 2000. Я решила скрыть эту большой размер этот с помощью вот этого топа и выделила себе талию. Да?